Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, страна. Время в Душанбе 9 часов и 9 минут. Это волна. Радио Хамсадо. Все верно. И в эфире утреннее шоу Салом Хамсадо. Друзья, сегодня у нас в гостях... дарвозабони мунтахаби Тоҷикистоноид ба футбол, дарвозабони тими Истиқлол Рустам Ятимов меҳмони барномаи Салом Хамсадо аст. Да, друзья, Рустам Ятимов у нас сегодня в гостях. Доброе утро, Рустам. Эти аплодисменты вам. Спасибо, что пришли. Доброе утро, спасибо всем за приглашение. Очень приятно находиться рядом с вами здесь с утра. Приятнее, чем находиться рядом с Роналду на одном поле. Ну... Не сказал бы, я не разделяю людей, поэтому с вами так же приятно находиться, как с ним. Спасибо огромное, как это мило. Рустам. чиро қайд кардан мехостам Рустам Ятимов Роналдуро дар ҳамон масофае ки маро мебинад ҳамин тавр дидааст. Да. Но Фердаус тут говорит о том, что вы видите его также на таком же расстоянии, как и Роналду. Хотя Роналду был гораздо ближе. Роналду назиктар был. Да, Роналду был гораздо ближе. Почему мы начали с этого? Потому что зафорсилось видео и вообще все фотки в интернете после того, как прошел матч Истиклола с Аль-Насром. И главным героем этого матча были вы, Рустам. По-моему, вы стали лучшим игроком матча, да? Нет, лучшим игроком стал Талиска, забивший. Футболбози Бразилии. Точно. Но по мнению нашей страны, по мнению наших граждан, лучшим игроком этого матча были вы. Потому что это были просто потрясающие сейвы. И почему-то люди очень удивились, что у нас есть такой крутой голкипер, хотя Рустам не раз становился лучшим вратарем года в Таджикистане. Как вы думаете, почему так произошло? И в целом... Почему вот это событие, связанное с Роналду, вызвало такой бум в обществе? Ну, я вам тоже вопрос задам, так скажем. Давайте. Кто для вас лучший футболист мира, грубо говоря? Все понятно. То есть Месси. Не Месси. Для кого-то Месси, для кого-то Роналду, но у Роналду большая армия поклонников. Конечно. И я думаю, это был, так скажем, его эффект, в котором я поучаствовал, так скажем. Угу. Рустам, скажите, пожалуйста, о чем вы спорили на поле с Роналду? Я знаю, что этот вопрос вам часто задают, но наши слушатели тоже поинтересовались, поэтому не можем пройти мимо. Ну, он жестикулировал, так скажем, агрессивно. Просил вводить мяч быстрее в игру. Я понимал то, что они задают хороший темп, и ребята подсаживаются, как бы это очень тяжело любой команде держать темп, который задает Аль-Наср. Если вы посмотрите турнирную таблицу в чемпионате Саудовской Аравии, в Лиге чемпионов, они, в принципе, всех проходят, забивают там по 2, по 3 мяча, кому-то 4. Поэтому очень сложно держать с ними вот этот вот темп. Нужно пользоваться каждой, так скажем, мелочью, чтобы выйти победителем. К сожалению, это не получилось. А так спор был в основном из-за этого, и так получилось слово за слово. Один раз, по-моему, вы поругались, а потом второй раз он подошел, и там уже была более дружелюбная атмосфера, он даже покричал вас, да, там... приобнял? Дарогуш гирифт. Рустам ро намедонам дар телевизори мо нишон дадан ки Роналду шуморо дарогуш гирифт. Ҳамин тавр аст? Да, так было. Там, после какого-то эпизода он подошел. Он извиниться, подошел? Я просто сказал хороший, good job. Хороший работа. беҳтарин. Ман чизро пурсидан мехостам аз Рустам, Ҷамила тарҷумони ман мешавад. Ин суолро дар мавриди Роналду ба шумо чӣ гуфт? Шуморо чанд ҳазор бор пурсидан? Вот этот вопрос, что же сказал вам Роналду? Сколько раз вы его задавали? Чанд ҳазор бор? Сколько тысяч раз вам его задали? Ну, достаточно много. Зиёд пурсидан, а?
як чизи дигарро пурсидам мехостам Рустам, дар википедияи забони англисӣ дар он ҷо Рустам Ятимов русиро пайдо накардам, намедонам, танҳо англисӣ дар он ҷо гуфта шудааст ки футболбози тоҷиктабор Рустам Ятимов. Дар мавриди волидайн ман маълумот пайдо накардам ки яъне падар аз куҷо аст, модар аз куҷо аст. Акнун ин қадар ҳам шояд муҳим набошад, вале барои шунавандагони радиои Ҳамсадо ин бисёр маълумоти ҷолиб аст, мехостем инро фаҳмем. В общем, когда Фирдавс готовился к интервью, он в Википедии нашел статью о вас на английском языке, и там вы все поняли, да? Да, я понял. Пожалуйста. Папа у меня родился в Таджикистане, Душанбе, мама в России, в Нижнем Новгороде, и получается, там они познакомились, и родился я. Так, вы жили в Нижнем Новгороде Да, долгое я там время. родился. Вы там Вырос, так сказать. выросли. Да. Так, сколько лет вам было, когда вы приехали сюда? 18, да, 18-19 лет, так вот. Мгм. Вы с какой целью прилетели? Футбол играть приехал. Ага. Ну, в смысле, с футболом вы увлекаетесь с детства? Ну Там да, в Нижнем Новгороде со вы второго уже... класса, как бы, в школе, когда учился, пришел тренер в класс, так скажем, и спросил, у кого есть там желание заниматься футболом. И откликнулся, и так пошло-поехало. тақдири инсон дар синфи дуввум ҳал мешавад. Ана маълумот дар синфи Во дуввум. втором классе решилась ваша судьба, говорит Фирдавс. бисёр аҷиб. ман мехостам дар мавриди фаъолияти шумо дар тими Нижний Новгород маълумот пайдо кунам. Чӣ гуна оғоз гардид? Бо кадом мураббиёни маъруф, машҳур, Как популярный кор началась кардед? ваша футбольная карьера в целом там, в Нижнем Новгороде? Дар С тими Нижний какого Новгород. клуба? Карьера началась я сначала занимался в детской юношеской школе Олимпийского резерва номер 8, там как бы начинал. Потом нас как бы взяли как центр подготовки молодых футболистов футбольного клуба «Волга». Они тогда в премьер-лиге выступали. Мне, наверное, лет уже было 13-14. И потом, спустя там 2-3 года, они обанкротились. Нет, мне, наверное, тогда было, когда они в премьер-лиге были лет 12. Потом лет в 15, когда мне лет 15 было, они обанкротились. И, получается, где-то лет с 15 мы начали подтягивать. Они уже тогда были в первой лиге ФНЛ. Начали подтягивать. И в 17 лет подписал я тогда первый профессиональный свой контракт. И в принципе, я уже как профессионально занимался, получал, так скажем, за свою работу, зарплату и так далее. беҳтарин шартнома бу аввалин тиме ки шартнома баст дар синни 17-солагӣ Нижний Новгород буд? Да. Ва Команда так и называлась? Нет, команда называлась «Волга», Нижний Новгород, потом она обанкротилась. Потом она обанкротилась, и сейчас как бы вместо нее создан клуб от Пари Нижний Новгород. Пари НН ба фикрам алоқамандӣ дорад ба ширкати. Рустам, почему вы решили стать вратарем, голкипером? Почему именно эта позиция? И с детства так пошло-поехало? Расскажите об этом. Ну, сначала я был нападающим, и на одной из тренировок тренер просил там делать открывание, у меня не получалось, и я как-то думаю, отойду-ка я от этого всего подальше, куда-нибудь назад, чтобы меня не мучили. И как-то вот так получилось, и пошло-поехало, вот так как-то. акнун дар синни кӯдакӣ ин ҳама кӯдакон хоҳиши ҳуҷумкор нападаиши буданро доранд. вақте ки аз ҳуҷумкор яъне ба дарвоза омадед, дилозурда шудед, як ғамгин шудед, настроение яъне тағйир ёфт баъд аз оне ки аз нападение ба ворота, ба дарвоза омадед? Расстроило ли вас то, что вы решили стать... Вам больше понравилось быть вратарем, а не нападающим? Ну да, как бы так еще получилось, то, что там был детский турнир. Ага. Локобол, по-моему, называется, такой известный в России очень турнир среди детей. И мы участвовали, выиграли. Я получил там лучшего вратаря, и как-то это скрасило, так скажем. Яъне фаромӯш кардед ки бояд Питер Крауч оянда мешудед.
Фахмо. А сейчас, например, не жалеете Нет, то, не что жалею, вы я выбрали эту позицию? особо бегать не люблю, а бегать много надо. А на тренировках вы бегаете вместе со всеми? Ну, нет, у нас чуть другая работа, другая специфика работы. Вот сейчас пришел очень известный в России специалист Дмитрий Альбертович Тяпушкин. В «Спартаке» в московском играл, в Лиге чемпионов играл, в европейской там, и против ПСЖ, когда там, если знаете такого футболиста, Виа. Джордж Веа. Джордж Веа. Холо президент Либерия, по фикрам. Да. Как раз он, получается, за год до этого получил золотой мяч, а на следующий год они пересеклись в Лиге чемпионов, потом играли против Мюнхенской Баварии, там Оливер Кан и остальные, ну я его только знаю. Там много очень звезд было. И «Динамо Киев» тогда очень тоже хорошая команда была, и он играл, потом он перешел в «Динамо Москва», в ЦСКА, он поиграл очень много в премьер-лиге, потом поработал тоже очень много в премьер-лиге, в Мордовии, в Саранске. Ну, все команды сейчас не вспомню, так вот. یعنی این متخصص خود در استقلال است به فکر من فهمم بهترین من یک چیز دیگر رو معاینه کردم می‌خواستم 5 ایولی سال 2017 با قرار دو طرفه شما قرار یعنی با استقلال قرار رو قطع کرده شرطنامه رو و روسیه برگشتید به نیژنی نوگورод و 23 ایولی سال 2018 از روسیه به تاجیکستان آمده تا انجام سال 2020 قرارداد امضا کردید میتونید این حالت رو شرح دهید یعنی از استقلال 5 ایولی 2017 به روسیه رفتید و 2018 باز برگشتید یعنی چی سبب شد که در یک مدت کوتاه به روسیه رفته باز برگشتید В общем, такой вопрос у него прям с датами. Сейчас я повторю. Так. 5 июля 2017 года вы расторгли, получается, свой договор со «Стеклолом» и вернулись в Россию. Но 23 июля 2018 года вы вновь из России вернулись в Таджикистан. Можете ли прокомментировать данное решение в то время? Почему так произошло? Так быстро вы решили сменить Таджикистан на Россию и снова Россию на Таджикистан. Я когда приехал, получается, подписал тоже здесь контракт, и у меня были проблемы с трансфером, с ITC. Там нужна такая бумажка, она из FIFA приходит. И она нужна была, и ее не успели получить. И меня, получается, не дозаявили. И я не играл, даже до дубля не мог, нигде не мог. Дар Нижний Новгород? Нет, здесь. Даричо, фама. Да. И, получается, позвонил один человек, сказал, то, что я тебе помогу, давай возвращайся, там, во второй лиге чуть поиграешь, наберешь статистики, и дальше. Я, ладно, приехал. По итогу, там, подожди неделю, подожди 2, ну, как это всегда бывает в футбольном мире, вот эти люди, агенты. Есть, я ничего не говорю, есть порядочные люди, есть чуть такие, так скажем, непонятные люди. И, получается, я просидел полгода без команды. Ну, как без команды играл по КФК, по третьей лиге России, чтобы так форму поддерживать и так далее. Тренировался, и потом вот мне снова позвонили, говорят, вроде... И еще у меня были проблемы тогда с паспортом. У меня не было таджикского паспорта, получается. Были проблемы небольшие с его получением. Там нужно было ждать определенный период времени. Мы думали, что это займет, так скажем, меньшее время, а заняло чуть больше времени, чем мы думали. И потом позвонили, сказали, все готово, и я приехал, там получил паспорт, все было нормально с трансфером, и вот так пошел-поехал. در ویکی‌پدیا گفته شده است که در وقت بعد از اون که از استقلال به نیژنی نوگورод رفته یک سال عموما در حیات نیژنی نوگورод نبرآمدید همینطور بود یعنی در سوم لیگ بازی کردید ولی در حیات نیژنی نوگورод یگان بازی انجام ندادید Ну да, вы так сказали, что просто, чтобы поддержать форму, вы выступали за третью лигу. Ну там, получается, я без команды был не год, а где-то, наверное, месяцев 8, вот так вот. Ну, как без команды, вот, по третьей лиге играл, а потом где-то я сюда приехал, наверное, был апрель или май, вот так вот. Вы намеренно приехали первый раз в Таджикистан для того, чтобы играть и выступать за таджикскую команду. И «Стекло» вас пригласил? Да, мы играли с Искандаром Джалиловым, он не так давно закончил, я думаю, вы знаете.
В Волге, Нижегородском он был тоже. Там мы с ним познакомились, как бы. И он сначала не знал то, что у меня там корни таджикские, он думал, я татарин там. И потом команда, когда обанкротилась, получается, тоже я был без команды, да. И он мне позвонил, говорит, вот есть такой вариант, поехать в Таджикистан. Тебе сделают там паспорт, вроде, люди заинтересованы, там нужен вратарь, так-то, 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 как бы съезди, а дальше все от тебя зависит, тебе билет возьмут. Я поехал, тогда тренер был Мухсин Мухамадиев. И поехал, сыграл 2 контрольные игры, все нормально, как бы, и подписал. Так вот было. Беҳтарин. Уман ман дар бозиҳои хонагии Истиқлол ширкат меварзидам ва соли 2020, яъне тамошо мерафтам, баъд ҳатто баъзе иқдомҳоро анҷом мерасонидем. Искандар Ҷалилов чунин як кор дорад, ба фикрам вай бояд як вазифа дошта бошад дар тими Истиқлол, шояд агар надошта бошад ин вазифаро, ки бо футболбозони хориҷӣ ӯ ҳамеша дар масъалаи адаптатсия кӯмак мекунад. Яъне ман медидам ки ӯ бо забони англисӣ суҳбат мекард бо дигар хориҷиён, футболбозоне ки аз Африка омадан, дигарон футболбози ҷопонӣ буд як мавсим, агар дар хотир дошта бошед. Ҳамаи онҳоро яъне кӯмак мекунад. Ӯ чунин як вазифа дорад ё ин ки ӯ танҳо хоҳиши кӯмак карданро дорад? Искандар Ҷалилов очень часто работает с легионерами и с иностранными футболистами внутри команды, помогает им адаптироваться, говорить с ними даже на английском языке и на разных языках, и делает все в целом для того, чтобы им было комфортно играть за наш клуб таджикский. Работает, имеет ли какую-то должность Искандар в Истиклоле? Я, честно, даже не знаю, я думаю, нет, просто он такой человек, как бы, который всем помогает. Доброй души, да, ему несложно помочь, потому что, все понимают, сегодня ты там, грубо говоря, играешь тут дома, предположим, завтра я могу поехать там, условно, я не знаю, там, в любую другую страну, и, в принципе, мне тоже там будет сложно так же, как человек, который сюда приехал, как бы, играть. И все ребята понимают то, что земля круглая, как бы, сегодня ты помог тут человеку адаптироваться, завтра тебе помогут также. Рустам, а сколько лет вы уже живете здесь, в Душанбе? 6-й год, да. 6-й год. И как вам нравится в целом? Да, с каждым годом вообще Душанбе обретает, так скажем, новые краски. Очень, так скажем, красиво. Очень красиво становится. Новые парки строят. Вот недавно, недавно, в том году построили, очень мне нравится. Парк Независимости, наверное. Да, вообще очень красиво. Там и тренироваться, мне кажется, классно. Не тренировались. Бегать по утрам. Ходила, смотровая площадка, там получается очень красиво. Много красивых мест, и Душанбе с каждым годом все красивее. Все красивее и красивее. Очень много мест, где можно провести свой досуг, посидеть, пообщаться, попить чай. А за эти 6 лет уровень нашего футбола улучшился? Вы видите прогресс в каких-либо областях футбольных? Или сложновато пока с этим все? Я думаю, да, с каждым годом чувствуется развитие чемпионата. Вот в этом году Куляп очень хорошо потянулся. Молодцы. Кстати, Истиклол и Равшан ведь были в финале, да? Дуруст. И Равшан впервые за 10 лет вышел, по-моему, в финал. Что-то я читала об этом. Умуман Истиклол ва Равшан хусан дар ҷоми Тоҷикистон ба фикрам ранги эл классико аст. В рамках нашей страны, да. Дар доираи ман тими Хуҷанд ҳам яъне солҳои мешавад ки хуб ҳунарнамоӣ мекунад ва Равшан ба фикрам боз бозӣ дигар нишон. Все, я вспомнила, это был очень интересный матч. Вы ведь выявили победителя в серии пенальти. Да. И как в целом играть с командой из Куляба, которая первый раз за много лет вышла в финал, да? Фирдаус, исправь меня, если я ошибаюсь, или Рустам. Борхо финал баромадам, Руст. Года 3 назад в финале как раз. Снова вы были вместе? Нет, мы не были. Значит, с вами, получается, Истиклол и Равшан встретились. Что-то такое читал, в общем. Историю. Не знаю, так получилась хорошая игра. Вы ожидали, что вы выявите победителя в серии пенальти? Все-таки перед матчем? Да, перед матчем не думали, просто по ходу игры так развивались события. Но мы понимали то, что на выезде всегда играть потяжелее. Там
ввиду состояния полей, хотя на этот раз в Кулябе для осени было очень хорошее поле. Очень хорошее поле было. И так получилось, получили карточку красную на 47-й минуте матча, остались 10-ром, потом пропустили, отыгрались. Ну и по пенальти выиграли. Ну, в принципе, я думаю, хорошая игра получилась, интересная была. Обилие голевых моментов, я думаю, людям понравилось посмотреть. Так скажем, да, но это было хороший зрелищно. Финал, да. И в целом, как и Стекло, так и Равшан хорошо себя проявили, молодцы. Рустам, каждый раз, когда вы понимаете, время второго тайма подходит к концу, и вы понимаете, что, возможно, будут дополнительные таймы, и далее уже все решится в серии пенальти, возникает это чувство волнения? Вам как лучше, как голкипер, ответьте на этот вопрос, чтобы игра завершилась в основное время или все-таки вам пенальти. Ничего страшного? Вам нормально, если даже будет пенальти? Если говорить откровенно, то, конечно же, хотелось бы, чтобы в основное время все решалось. Счет 3-0. Спокойненько. Се бар сифр. Бе 4 бар сифр. Акун се камтар ба фикрам. Я так. Там 2-3-4-0 выиграли, образно говоря. Это, конечно же, приятнее, так скажем. Понятное дело, может, болельщикам понравится. Но лично для меня приятно. Я люблю, когда... Вы выигрываете с большим счетом. Выигрывать и закрывать команду. Были игры, когда мы просто не давали командам дышать. Скажем, даже если не так давно вспомнить игру с Персиполисом, первый тайм сыграли не очень важно, могли лучше. Во втором тайме вышли, если посмотрите, Персиполис там вообще, можно сказать, ничего не создал. Там в конце, только когда мы забили гол, чуть-чуть они там начали за счет подач, навесов пытаться что-то создать. А так второй тайм просто... Я не знаю, лично мне сзади это смотрелось вообще великолепно, как ребят двигались, как ребята хотели победить. Ҳаловат бурдем. Мо аз ҷои медиа нишаста Рустам ҳаловат бурдем, вале дар қисми аввал завершение ҳамон ҳуҷумро ба анҷом расонидан дар қисми аввал ҳам хуб буд. Танҳо ҳамон ҳуҷум атака хуб буд, вале то ба охир расонидан он қадар хуб набуд. Дар хотир доред. Тоже надо дать должное вратарю иранской команды. Очень качественный вратарь. Ездил уже на 2-3 чемпионата мира, играл там в Бельгии, высшей лиге, в Португалии, высшей лиги. Хороший вратарь, поэтому... Рустам, как вы себя успокаиваете перед серией пенальти? Как себя успокаиваете? Если сравнивать... Нет, в смысле, я понимаю, что, смотри, все это, наверное, понимают. Серия пенальти, там самое главное — это вратарь и тот человек, который должен забить этот гол. Даже я это понимаю. И я представляю это волнение вратарей и волнение тех же футболистов, которые должны забить гол. Это ведь что-то нереальное. Агар суол ҳам хеле как себя успокаивать, если в курутобхоне вам принесли плов? Амин оғози суол худ аҷиб аст. Как себя успокаиваете? Рустам, расскажите, что вы ощущаете и чувствуете перед серией пенальти? Если говорить за последнюю серию пенальти, просто сел спокойненько, сидел, подышал. Не то, что успокоился, просто выдохнул. То, что отыграли игру, осталось один шаг сделать, так скажем, чтобы выиграть кубок. И спокойно пошел. В принципе, повезло то, что игрок Куляба, бивший третий, попал в перекладину. И последний бьющий, так скажем, удалось его прочитать, что он хочет сделать. Ребята молодцы, забили все наши пенальти ребята забили. Поэтому я люблю вообще, когда команда бьет первой, когда мои игроки забивают, так скажем, уже очень психологически спокойнее становится. Спокойнее, становится сложнее бьющему соперника. То есть противник, то есть мы забили, соперник подходит бить, у него уже состояние такое не очень хорошее. Бисёр хуб. Яке аз дарвозабон як лаҳза ман туро мебурам, узр мехоҳам. Ҷанлуҷи Буфон гуфтааст ки дар вақти пеналти ҳамеша яъне пайхас бурдан лозим, угадат кардан лозим аст ба истилоҳи русӣ. Ба ҳамин фикри ӯ розӣ ҳастед?
яъне ҳеҷ вақт дарвозабон нигоҳ карда чейн карда намеқапад, намедурад тӯбро, балки яъне угадат мекунад. По фикр розӣ ҳастед? Если по мячу стоять, отбить можно только мяч, летящий по центру, либо он его очень плохо покатит в угол. Если человек бьет с удара в угол, ни один человек в мире, робот, не сможет среагировать. Потому что мяч здесь очень быстрый. Это научно доказано. Ученые, там, я не знаю, физики, кто они, пытались как-то просчитать, возможно ли это невозможно. По мячу стоять и успеть среагировать, если человек пробьет в угол на ударе с 11 метров. Невозможно. Так все равно, смотришь, как человек себя чувствует. Смотрит, но на тебя не смотрит. Там много всяких тонкостей, я сегодня не буду рассказывать, поэтому... Не буду раскрывать секреты. Друзья, прямо сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а далее вернемся в эфир и продолжим нашу беседу с голкипером Рустамом Етимовым. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, утреннее шоу «Салом Хамсадо» продолжается. Сегодня у нас в гостях Рустам Етимов. Мы в первой части нашего шоу, нашей программы говорили о том, как вообще Рустам приехал из Нижнего Новгорода сюда, в Душанбе. И мне кажется, самое время поговорить о том, какие планы. Во-первых, давайте начнем снова говорить о матче Истиклола и Аль-Насра. После этого было очень много комментариев о том, что, возможно, совсем скоро Рустаму будут предлагать контракты с разных стран мира. Случилось ли что-то подобное? И получили вы предложение откуда-нибудь после этого матча? Да. Если вы читали, то видели, может, Ян Облак не хочет продлевать контракт с Атлетико Мадрид. Як бар дигар? Ян Облак не хочет продлевать контракт с Атлетико Мадрид. Дуруст. Аммо Диего Симеоне, ман ин сар хондам, то соли 2027 тамдид мекунад. Да, он сказал, мне чуть надоело, вот сейчас рассматриваю либо Атлетико Мадрид, либо Миланский Интер. Не знаю, куда пойти. Да не, если честно, это все шутки. Вы поверили? Я просто сейчас в шоке такая. Атлетико Мадрид, баднес. Вы поверили, это шутка. Нет, предложений никаких нет, у меня действующий контракт с Истиклолом сейчас... До какого года? До конца следующего года. Сейчас все мысли, так скажем, о том, что удачно сыграть за сборную, нужно заработать по максимуму очков в этих двух играх и со Стекловым, так скажем, попытаться зацепиться за плей-офф. В принципе, теоретические шансы есть, будем стараться. Так, шансы есть, если вы 2 матча выиграете, да. И если Персиполис 2 матча проиграет. Да, но Персиполис там не слабые команды, как бы. И Аль-Духайль. В принципе, я считаю, что у нас самая сильная группа. Самый сильный. Чемпион Ирана, чемпион Катара, чемпион Таджикистана и, так скажем, одна из лучших команд сейчас в Азии. Аль-Наср. боз як мушкили дигар он ки дар Ал-Духайл боз Каутиньо солим гардид, яъне выздоровел. Каутиньо выздоровел. Яъне бо Ал-Духайл боз мушкил тар Ничего мешад. страшного. Как-то странно звучит. Надеюсь, Каутиньо не посмотрит наш эфир потом в записи. Очень жаль, что Каутиньо выздоровел. Не, гап дар сари он мерад. Ман аз омор мегам, ман бовардорам Рустам аз мо яъне хафа намешавад. Вақте ки бидуни Каутиньо ба Душанбе омадан, ҳисоб 1-1 буд. Ва бо Каутиньо ба фикрам боз Ал-Духайл хубтар боз мекунад. Ин акнун ақидаи ман аст. Там не только Каутиньо, там много... Лихруч буд, Лихрач буд, як футболбоз буд. Лихрач, да, он играл с нами. Таъти рақами 19. Бисёр хуб озод ҳаракат кард. Да, играл он во втором тайме, вышел, я помню. Хороший нападающий у них, вот этот Аунга, очень такой качественный, очень хороший. Ва дар гузариш ман рости аз ҳамон Лиҳаҷ бисёр тарсидам, бо роҳе ки ӯ чунон осон бозӣ мекард, гӯё ки ман намедонам дар FIFA ён ки пес уровни бозиро бигинер гузоштад, тез ҳаракат мекард, ҳамон ба фикрам як қувваи мушкил мешавад. Ну, если вы посмотрите сейчас, многие команды катарские, саудовские, они не подписывают, как раньше, футболистов, так скажем, на закате карьеры. Если вы даже, вот вы сказали, Лихаджи, посмотрите, сколько ему лет. 22-23, он приехал в чемпионат Катара играть из Англии. А есть ли какая-нибудь информация по поводу Роналду? Прилетит ли Роналду в Таджикистан? Ну, я думаю, прилетит.
наверное, не знаю, честно. Это... То есть конкретики пока нет? Я думаю, прилетит. Почему не прилетит? Дарьяк Сейчас Джумла. с Альдухайлем не играла, решила отдохнуть, на нас готовить. Ага, возможно, да. дар як ҷумла Рустам Ятимов бояд ба фикрам дар ширкати суғуртавӣ кор мекард. Дар як ҷумла думаю ва наверное истифода бурд. Яъне баъд аз бозӣ агар гӯям Рустам барои чи Криштиану Роналду омад ва Рустам Ятимов дар посух мегӯяд ман ҳам думаю гуфтам ҳам наверное. Наверное, поэтому он и приехал. Хорошо, Рустам, скажите, пожалуйста, 16 ноября сборная Таджикистана будет играть с Иорданией. Начались ли у вас предматчевые тренировки и подготовка к матчу в целом? Сегодня вот заезжаем в гостиницу и уже начинаем, так скажем, готовиться на все 100%. Это уже пойдет такой процесс, что начнем разбирать соперника. Так скажем, проведем теоретические занятия, тактические. Будем уже целенаправленно готовиться к этой игре. Кстати, интересная тема. Получается, перед важными матчами вы собираетесь в гостинице, чтобы все жили в одном месте, и в течение нескольких дней прям живете как одна семья и готовитесь к матчу? Это нормальная практика, как бы все равно гостиница, у тебя режим, есть расписание, предположим, в 9 часов тебя разбудят, в 9:30 ты уже должен быть на завтраке, потом у тебя свободное время, там обед, если нет утренней тренировки, свободное время, обед, пообедал, еще чуть-чуть, так скажем, отдохнул, уже готовишься к тренировке. Оттренировался, после тренировки бывают теоретические занятия, уже после теоретических занятий там ужин и сон. Биёр футболбоз мешавем, Джамила. Вчера на пресс-завтраке я вспомнила, что Петр Шегарт или Сегарт, я так... Шегарт. Да, ин не баҳс поняла. ба монанди аввал тухм пайдо шудем ки аввал мор ба фикрам ҳеҷ вақт тамом намешавад. Петр Шегарт сказал о том, что, возможно, в следующем году вы перейдете в Саудовскую Аравию и будете там играть. Это как так получается? Вот вы говорите, что нет у вас предложений, а тут Петр проговорился. Да не проговорился, просто он, так скажем, пошутил и все. Это шуточка была? Конечно. Шумо Ну, смотрите. агент доред ва агенти шумо кист? Да, есть люди, которые помогают. Есть такие. Ин маълумоти махфӣ аст? Мо дар бораи маълум... Это секретная информация. Не секретно, почему это есть общедоступная информация. ки кадом ташкилот чӣ ном дорад он шахс барои мо ҷолиб аст? Сейчас помогает мне Вадим Шабли, такой агент. Не из Таджикистана нест? Нет, не из Таджикистана. По-моему, он даже и не из России, да? Да. Фахмам, ташаккур. Все, хорошо, спасибо большое за ваши ответы. Рустам, скажите, как вы оцениваете шансы нашей национальной сборной в матче с Иорданией? Шанс хороший, играем дома, будем биться на победу. Эта игра очень важная, это игра за 6 очков. Можно ее так назвать. Тем более очень важно с психологической точки зрения начать турнир с победы, с позитивного результата. Потому что надо будет ехать в следующий тур в Пакистан. Там тоже, кто говорит, там то, что Пакистан, вот там в рейтинге тут плохое место занимает. Туда приедем, там будет очень тяжело. Поверьте. Поле, время игры, не знаю, какое будет. Если будет рано. Рано всегда тяжело играть. Если ты рано играешь, там... Офтоба самди ту ҳаракат мекунад. Не то, что солнце, а просто состояние... состояние... Неигровое. Физическое, да. Если выбирать между 2 часами, образно говоря, 9 часами вечера, лучше, конечно, играть 9 часов вечера, или там в 8, или в 7, или в 6. Когда уже и солнце зашло, когда и прожектора, когда и погода чуть другая. Но вечером по-другому играется и дышится по-другому. Лично мне, как говорится. А так... Позитив, настрой хороший, настроение позитивное. Будем биться и сражаться. Нужно, так скажем, порадовать и себя, и наших болельщиков. Это очень важно. Рустам, у вас в Инстаграме всего лишь 6 публикаций. Для человека, который выступает за один из лучших клубов, за лучший клуб в нашей стране, для человека, который
о котором очень много говорят в Инстаграме и в том же Фейсбуке, это очень мало, 6 публикаций. И вы не активны в Инстаграме. Почему? Почему так мало сторис? Чаро менеджер нами гирит? Почему у вас нет менеджера, SMM-специалиста, который бы ходил за вами и снимал каждый ваш шаг и выставлял для ваших подписчиков? Рустам биодар сторис эффекти бумеранг мигзори. Да. Почему этого нет? Не знаю, мне это как-то неинтересно. Если даже говорить про эту фотографию с Роналдо, как она вообще попала там в мой Инстаграм, это мне один человек, так скажем, сказал, один мой очень хороший знакомый, он сказал, если ты не выставишь, я с тобой общаться перестану. Ага. Ну так, в шутку он сказал, несерьезно. Я говорю, да, типа, Ну ладно. Не хочу. И он говорит, нет, серьезно говорю, типа, я с тобой общаться не буду, я на тебя обижусь. И пришлось выставить. А так, не знаю, мне это неинтересно. Я там могу зайти, посмотреть что-то. Я больше такой фанат Ютуба, мне нравится там посмотреть какие-нибудь ролики, там, Мистер Бист, что-нибудь такое. Я стал, либо сейчас подсел на краткие просмотры фильмов. Я уже все фильмы мира пересмотрел. То есть нарезка за 15 минут, там за 10-15 минут тебе рассказывают суть всего фильма. Ман дар донишгоҳ чунин мекардам, китобҳоро мехондам. Не, кстати говоря, тоже видела эти видео. И в целом, я пересматриваю в Ютубе краткий обзор только после того, как посмотрю фильмы. Если я вдруг что-то не пойму или что-то пропустила, я потом смотрю. Ҷамила санҷидан лозим аст. Великий Гэтсби-ро тамошо кардед? Великий Гэтсби смотрел. Ки бозӣ кард аст дар онҷо? Краткую версию? Великий Гэтсби, главный актер. Кто играл? Актер Леонардо Ди Каприо. Мешавад «Зеленая миля». Зеленый. Гап сари чӣ меравад? Сюжет. Я не помню актеров, я помню... Легендарный фильм. Африканец там был здоровый, Да, который да. лечил этого полицейского, а полицейского что-то стекло или что у него там было где-то. Не, баднес. Это вы все смотрели реально только Нет, в кратком? «Зеленую милю» я смотрел полностью, и «Великий Гэтсби» я смотрел полностью. Тамом беҳтарин 15 дақиқа фоида мекунад. «Оппенгеймер», недавний фильм. Посмотрели уже краткий обзор? Многие фильмы в Ютубе, там же нельзя писать название фильма. И они пишут там, образно говоря, там, полный мужчина стал чемпионом мира по карате. И название фильма ты не знаешь, ты просто смотришь как... Ана, Всё дуруст. понятно. Ҷамила аз YouTube тамошо мекард. Акнун бойҳо Netflix доранд. Чӣ хел фаҳмонам ба шумо? Так, Можешь это не переводить, пожалуйста. сериалы тоже нравится смотреть. Вот, «Ведьмак» мне очень нравится. Не знаю, смотрели вы, не смотрели. Смотрели, Сняли вообще да. Очень Классный. очень Первый классно. сезон, правда, лучше, наверное, чем второй получился. Ну, уже третий вышел. Ну, уже третий вышел, да. И первый сезон вообще фантастика. Да. Крутой. А так, сериалы, фильмы, YouTube. Больше всего YouTube. Могу в Ютубе, если выходной день, никуда не выходить не надо, могу на 10 часов там залипнуть и залипать. Ого. Ба фикрам ин хобби ҳамагон аст тамошои филмҳо. 10 часов в Ютубе и ни минуты в Инстаграме. Серьезно. Но, Рустам, вы же понимаете, что Инстаграм может вам помочь в будущем для, я не знаю, продвижения по карьерной лестнице, да, или там для медийности. Самый популярный человек в Инстаграме, знаете кто? Криштиану, наверное. Да. Роналду, у которого очень много подписчиков. Рустам кори худро аллакай осон кард. Облегчил себе работу. Як маротиба бо Роналду як муноқишаи хурд кард ва тамом дигар Инстаграм дар омада лозим нест. Один раз встретился с Роналду, и все, теперь можно не заходить в Инстаграм. Теперь точно все знают вас в Инстаграме, да. Мешавад. Нет, все-таки, мне кажется, было бы круто очень, если бы вы активнее вели свой Инстаграм. Дуруст. Смотрите, если говорить там, вы сказали, карьерная лестница, это вообще, Нет, в плане, смотрите, не в том плане, что вы из голкипера станете тренером и т.д. и т.п. Нет, я имела в виду, что, возможно, это повлияет на вашу медийность. И клубы, которые там, например, расположены в разных странах мира, могут просто зайти на вашу страничку и там, я не знаю, увидеть ваши результаты и заинтересоваться вами. Я в этом так плане. Происходит в футболе чуть-чуть по-другому. Если у меня будет 1 миллион там публикаций или 1 миллион подписчиков, а я буду на поле
плохо играть. Да, я не хочу грубо говорить. Если буду плохо играть, то ни одной команды не захочешь никуда брать. Но так вы можете хорошо играть и показывать это в Инстаграме. Ваши сейвы, ваши трюки. Вот это все выкладывать. И... Мне как-то, не знаю, это неинтересно. Там, мне понравится какая-нибудь фотка, там, или игру выиграли, или еще что-то. Вот сейчас вот, дай бог, выиграем Иорданию. После игры выложу. Ну все, будем ждать, а то мы обидимся. Это и так работает. Мой Акбузидор Мбаппеш, игра называется Мбаппеш, то есть 8 вопросов, в основном да или нет, но будут такие, скажем так, закрытые вопросы, я так думаю, то есть надо прям ответить и без ответов не оставить просто. Вы готовы? Техническая группа, вы готовы? Да, я готова. Давайте. Поехали. 1, 2, 3. Бапеш. Рустам Бапеш, родители торопят вас со свадьбой? Нет. Окей. Если будет хороший контракт с Саудовской Аравией, примите? Не знаю. Окей. Существует ли какая-то диета у вратаря сборной Таджикистана по футболу? Именно вечером? Существует. Окей. И думали когда-нибудь пойти в баскетбол? Нет. Топ-3 игрока клуба «Истиклол» по вашему мнению? Не хочу никого обидеть, поэтому не буду никого отмечать. А так надо все-таки. Топ-3 игрока. Вы можете называть топ-3 Хорошо. игрока и в конце добавить, но все хороши. Топ-3 игрока — это те люди, которых, так скажем, не видно на футбольном поле. Для меня они тоже игроки. Это наши администраторы, наши доктора, наши массажисты. Эх. Ход конем. Да, с кем легче работать? С Петром Шегартом или Игорем Черевченко? С обоими специалистами очень комфортно работать. А если одного отметить? Одного не могу отметить. Знаете, где находится Аджинабозор? Вы же 6 лет живете в Таджикистане. Как еще раз? Где находится Аджинабозор? Аджинабозор, не знаю. Окей. И можете приготовить таджикский плов? Не могу. Огромное спасибо. Рустам Ятимов, Дар Бузи Бапеш. Рустам, а вы вообще умеете готовить? Вообще не умею. И не Могу интересуетесь? только, не знаю, пожарить, так скажем, на завтрак Яичницу. яичницу, да. Касательно диеты, что вам можно, что нельзя? Да, все есть можно. Я просто стараюсь на ужине мало есть. В основном там кусок рыбы и какой-нибудь салат, и все. И у меня предрасположенность, так скажем, чуть-чуть есть. Если я начну конкретно сяду на еду, мне начнет, так скажем, не на культурном языке прилипать. Гастрономический тур начнется. И были моменты, когда я приезжал с отпуска, и там доктора за голову хватались, когда меня видели. Вау. И потом, то есть, получается, начинается диета, чтобы... Ну да, Найти в принципе, когда ты просто за отпуск набираешь, там, условно, даже если 10 килограмм, это уходит, может, за 2-3 недели полностью все. Потому что, долго в этом весе не находишься, это, так скажем, большая часть — это вода. И просто очень, что опасно, это с лишним весом, так скажем, увеличивается шанс травматизма. Начинаются проблемы, в основном в суставах. Рустам, ваше любимое блюдо? Таджикское? Какое? Да. Плов, конечно. Да, но готовить не умеете, да, я так понял. А Аджинабозор это примерно находится рядом с автовокзалом. Так надо же еще автовокзал объяснять, да? Подожди, нет. Думаю, вы знаете, где находится автовокзал. В стороне А профсоюза. вы точно 6 лет живете в Таджикистане? Я как бы... Гостиница, тренировки, где проходит тренировочный зал и Кинопоиск. поле. А, не, YouTube. YouTube, дома можно посмотреть. Фирдаус. Кинопоиск. Там был вопрос у тебя интересный. Мне Дар хотелось- Мавлиди. Се футбол босс, Шегарт в Черевченко. Да, Черевченко. Черевченко или Черевченко?
Ола агар Рустам ҳам нафаҳмад, ман намедонам чӣ кор бикунам. Не уточняли ни разу. А то у нас Игорь споры Геннадьевич. прям горячие в Варзише. Игорь Геннадьевич и все. Игорь ба монанди Геннадьевич. Бобо Холмрӯзада Игорь Геннадьевич гуфтан лозим аст воқеан. Рустам, спасибо вам огромное. Желаем вам удачи. Спасибо, Спасибо. что пришли. И в целом за интересную беседу тоже вам спасибо. Вам тоже спасибо за приглашение. Было очень приятно с вами пообщаться. Хочу тоже вам пожелать удачи и как можно больше слушателей. Ташаккур, огромное. беҳтарин таманиёт ба шумо барои Друзья, кор. 16 ноября состоится игра Таджикистана с Иорданией. Обязательно дар приходите. бозиҳои минбаъда дар радиои ҳамсадо чиптаҳоро ба шунавандагони фаъол тақдим мекунем. Чиптаҳоро мо аллакай гирифтем. Ба шунавандагон метавонанд бозиро аз варзишгоҳ тамошо кунанд. Ин имкониятро аз даст надиҳед. Ташаккур мегӯем ба Рустам. Барномаи Салом ҳамсадо ҷо ба анҷом мерасад ва барои ҳар як футболбоз, барои ҳар як шунаванда ҳама лаҳза, дилхоҳ лаҳза энерҷӣ лозим аст. Ин энерҷиро ба шумо нӯшокиҳои XL Energy тақдим мекунанд ва дуввуми январ ҳатто соҳиби мошин ҳам мешаванд шунавандагони фаъол. Энерджи мегирем, XL Energy менӯшем ва пайгири радио ҳамсадо мешавем. Обязательно нужно будет зарегистрировать код, который находится под крышечкой, и испытать свою удачу. Возможно, именно вы выиграете телефон или квартиру. Машину. Мошина Ты не нихтараш. исправил. Это была проверка. Друзья, Майк. спасибо XL Energy, спасибо Рустаму и спасибо всем вам, что были с нами. 2 дня выходных впереди. Желаем вам классного отдыха. Услышимся в понедельник в 9 часов утра. Спасибо. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.